Вы смотрите «Парламентский вестник», в студии Туяра Харитонова. Здравствуйте. С 27 по 30 сентября в Якутске состоится второй международный Северный форум по устойчивому развитию, в рамках которого состоится парламентская сессия. Парламентский диалог регионов-членов организации «Северный форум» и арктических субъектов будет направлен в интересах совершенствования законодательства Российской Федерации в сфере инфраструктурного обустройства Севера и Арктики. И сегодня в нашей студии временно исполняющий обязанности исполняющего директора Северного форума Владимир Николаевич Васильев. Владимир Николаевич, добрый день. Добрый день. Начнем с того, что из себя представляет Северный форум, какие цели и задачи преследует. Да, Северный форум – это международная организация северных регионов, была создана в далеком уже 1991 году. В следующем году будет 30 лет, как действует эта организация. В настоящее время в организации состоят 14 регионов из 5 стран. Это Россия, Республика Корея, США, Финляндия и Исландия. Состав членов сейчас немножко сократился, чем в 90-е годы, когда 25 регионов состояло в Северном форуме, но тем не менее организация представляет из себя достаточно авторитетную силу в международном арктическом сотрудничестве, является наблюдателем Арктического совета и проводит достаточно большое количество проектов и мероприятий на благо всех северян, всех жителей Арктики. И сейчас мы стараемся найти новые формы и механизмы развития сотрудничества, формы взаимодействия. И вот поэтому родилась такая идея создания международной экспертной площадки, которую мы прозвали, чтобы было созвучно с названием организации, «Северный форум по устойчивому развитию». И мы предложили создать такую площадку именно в городе Якутске, в самом большом арктическом регионе мира. Дело в том, что в принципе международные площадки созданы достаточно много во многих странах, но они в основном все работают в странах Европы или в европейской части России. В этой части России мы имеем только Восточно-экономический форум, очень крупный форум, но он специфически направлен на экономическое взаимодействие в первую очередь, хотя, конечно, там обсуждаются и другие вопросы. Но вот такого плана международной экспертной площадки поблизости пока не было. И это, конечно, очень сильно заинтересовало еще страны Азии, которые, конечно, стремятся войти в международное арктическое сотрудничество тем или иным способом. Многие из них являются также наблюдателями Арктического совета, как и наша организация. И они с большим удовлетворением встретили новость, что вот такая площадка создана в Якутске, и выразили пожелание, чтобы она стала регулярной, ежегодным мероприятием, где мы могли бы встретиться и обсудить все вопросы, касающиеся Арктики и Севера. Вот такова идея. Поэтому нужно различать Северный форум – это как международная организация, Северный форум по устойчивому развитию – это большое международное мероприятие. Вы сейчас как раз сказали об этом мероприятии. Да? Основная тема в этом году – транспортная инфраструктура на севере и в Арктике. Кто принимает участие? Расскажите подробно о программе и какие вопросы вы намерены обсудить. Да, первый форум мы провели в прошлом году, тоже в сентябре. И форум мы приурачиваем к Дню государственности Республики Саха-Якутия, и это, надеюсь, станет хорошей традицией. В прошлом году мы никак не регулировали заявки по тематикам, каждый инициатор мог заявить свою тему. Но после того, как обсудили результаты первого форума, решили все-таки акцентировать больше внимания на одной или двух-трех темах, не более, с тем, чтобы организовать более конструктивное, более эффективное обсуждение наиболее актуальных вопросов повестки дня, который стоит и в глобальном масштабе, и в локальном масштабе. Поэтому, учитывая, что все арктические территории, особенно в Российской Федерации, ну и в Канаде также, зависят от развития транспортной инфраструктуры. Если, как инвесторы говорят, будут дороги, будет транспорт, будут дешевые тарифы
авиацию, то бизнес сам придет, инвесторы сами придут. Поэтому вот эта тема, конечно, является для нас особенно актуальной, учитывая наши территории. Ну и, конечно же, все равно с разных организаций, международных организаций, из других регионов были выражены пожелания, чтобы какие-то дополнительные темы все-таки мы обсудили. Ну и, конечно же, все, что мы делаем, все, что мы обсуждаем, это касается человека. Мы все делаем для человека, для людей, которые живут в Арктике, на севере. И поэтому человек в Арктике, вот эта тема будет, видимо, постоянной на каждом форуме каждый год. Принимаются поправки в основной закон Конституции Российской Федерации, вводятся новые понятия по управлению территориями. И поэтому мы решили третью тему обозначить как управление арктическими территориями. Как в новых условиях должны развиваться регионы и страны, и как мы должны это учитывать при построении международного взаимодействия, с тем, чтобы не допускать никаких конфликтогенных ситуаций и так далее, но работать вместе, сообща над развитием вот огромного макрорегиона, который является Арктика. Ну и, конечно, если говорить о выступающих, надо еще сказать, что все мероприятия пройдут онлайн в связи со сложной эпидемиологической ситуацией, даже пленарное заседание у нас будет онлайн, и заявлено достаточно большое количество докладчиков. Будут приветствия, конечно же, от Юрия Петровича Трутнева, будет участие Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики, руководители, которые выразили желание выступить на нашем пленарном заседании. Конечно же, создана большая структура по развитию Арктики такой корпорации, как Росатом. Специальный представитель Росатома Владимир Панов также выступит. Очень приятно, что экс-президент Исландии Олафур Рагнар Гримсон, который создал самый крупный международный форум Арктики «Арктический круг», также согласился выступить на нашем форуме. Ну и таких знаковых имен, как Ласси Хейнинен, Ларс Куллерут, очень высокого ранга экспертов, Тера Муснен, вот таких людей достаточно много будет. И программа получилась очень насыщенная, несмотря на то, что все онлайн. 50, по-моему, 2 мероприятия заявлено в программу форума. Это научно-практические конференции, это круглые столы, панельные дискуссии, будут интерактивные выставки, то есть самый разнообразный формат. Ну и, конечно же, мы уделили большое внимание молодежи. Будет работать молодежный Северный форум со своими мероприятиями. Вот. Ну и, конечно же… Это новая площадка, да? Да, это новая площадка. Мы надеемся, что молодежный Северный форум постепенно станет достаточно крупным движением молодежи в рамках Северного форума. Да. И они не остановились бы на обсуждениях своих вопросов ежегодным, а круглый год работали вместе, выдвигали разные инициативы, продвигали проекты. Мы все вместе постепенно начали бы готовить тех лидеров из молодых ребят, которые возглавят потом и международное движение, и работу в своих регионах. В начале нашей беседы мы сказали о том, что в рамках второго международного форума пройдет парламентская сессия. Да. Здесь у нас что ожидает нас, какие вопросы будут обсуждаться, кто будет участником? Да, мы очень благодарны Государственному собранию Ил-Тюмен Республики Саха-Якутия за эту инициативу. Дело в том, что правовые основы взаимодействия стран и вообще по совершенству законодательства различных стран и регионов работа, конечно, большая проводится, но на международном уровне мы считаем, что эти темы не очень активно продвигаются. Есть большая конференция арктических парламентариев, которые собираются регулярно, уже достаточно давно, но региональные парламентарии участвуют в ее работе как-то очень фрагментарно, можно сказать, нерегулярно. И поэтому предложение Государственного собрания Ил-Тюмен было встречено с большим воодушевлением, так как особенно в рамках той темы поправки в основной закон в Российской Федерации необходимо наладить конструктивный диалог всех законодательных органов регионального уровня в первую очередь.
И поэтому мы пригласили к обсуждению всех председателей областных, краевых, окружных законодательных собраний присоединиться к нашему мероприятию. Уже есть подтверждение от Мурманской области, города Курейри, Ханты-Мансийского, Ямало-Ненецкого округа, Камчатского края. И я думаю, что представители законодательного собрания Аляски, Лапландии и других скандинавских стран очень надеемся, что тоже присоединятся к обсуждению, и мы сможем понять, что должен делать Северный форум в этом направлении. Элтумен предложил создать постоянно действующую структуру в рамках Северного форума. И я думаю, что этот вопрос тоже надо будет обсудить на парламентской сессии. Какого рода орган требуется, какими полномочиями он будет наделен, какие вопросы они будут обсуждать и как будет это применяться на региональном уровне. Это очень интересно. Мы, конечно же, это поддерживаем. Если есть инициативные люди, которые могут взять на себя всю эту большую работу, мы только будем рады, поможем в координации. Ну и, конечно, раз транспортная инфраструктура, законодательное обеспечение развития транспортной инфраструктуры Северного морского пути, строительство железных дорог, автомобильных дорог, больших магистральных трубопроводов также требует очень широкого обсуждения и участия региональных парламентариев. Это очень важная составляющая, нам кажется. И, конечно же, итоговый документ, который будет принят в парламентской сессии, будет взят нами на вооружение, и мы думаем, что в течение года уже сформируем общее видение, что мы хотим в ближайшем будущем сделать все вместе. Владимир Николаевич, к сожалению, время нашей передачи очень ограниченное. Да? Где можно ознакомиться с деятельностью Северного форума и найти информацию о таком масштабном мероприятии? Да, ну как организация Северный форум, конечно же, имеет свой официальный сайт. Мы присутствуем в Инстаграме и Фейсбуке. И Северный форум по устойчивому развитию также имеет официальный сайт, он очень простой, nsdf.ru. Вся программа размещена по дням, можно зарегистрироваться через сайт и подключиться, потом получить ссылки на подключение к конкретным мероприятиям. Любой житель республики может это сделать? Да, в принципе, если кто зарегистрируется через сайт, тот получает автоматически ссылку на участие. Спасибо, Владимир Николаевич, что нашли время и ответили на наши вопросы. Надеемся, что работа Международного форума будет очень продуктивной, и мы действительно достигнем тех целей и задач, которые мы ставим. Спасибо. Я напоминаю, что сегодня мы говорили с временно исполняющим обязанности исполнительного директора Северного форума Владимиром Николаевичем Васильевым. Всего доброго.